Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для рыбы. Пришлось переписывать видео, потому что не загрузилось, поэтому вот оставляю расклад такой, какой был. Итак, основная карта недели, шестерка червовая, говорит о том, что начинают сбываться какие-то самые ваши заветные мечты на этой неделе. Может быть, это еще не полный результат, но уже какие-то перемены происходят, даже энергетические. Карта говорит о том, что может быть какой-то новый поворот в жизни, к лучшему, конечно же. Если кто-то болел, возможность исцеления наступает. Хорошая карта для того, чтобы просчитывать свое будущее. Если, допустим, прислушиваться к своей интуиции на этой неделе, то вот она очень хорошо подсказывает, как лучше поступать. Также карта связана очень часто с за границей, с иностранными какими-то компаниями, да. Эта карта также говорит о каком-то статусе. Если вы делаете какие-то покупки, то это крупные вещи. Это может быть, кстати, даже валюта, да, кто-то, может быть, валюту будет покупать. Также карта говорит о том, что нужно прислушаться к предсказаниям там, астрологов, тарологов и так далее, и так далее. То есть для вас это очень важно, дорогие рыбы. Кроме того, эта карта может говорить о том, что придется, может быть, на этой неделе покупать какие-то электроприборы или, может быть, что-то ремонтировать, связанное с электричеством. И вообще карта больших планов, надежд. Кстати, может быть доход от бизнеса, зарплата на этой неделе у рыб и так далее. Посмотрим отношения. Для тех, кто пока еще в поиске партнера, можно встретить человека, который вам идеально подходит, просто ваша вторая половинка. Причем здесь, скорее всего, инициативу проявляет женщина, и именно для нее это человек, о котором она давно мечтала. А для мужчины здесь уже, скорее всего, просто вот встреча неожиданная, да, и вот он как бы видит девушку и уже со временем только начинает понимать, насколько она хорошо ему подходит, насколько они вот как две половинки, вы вернее, как две половинки. А теперь для отношений, для тех, кто уже в паре, валет бубновый выпадает, карта предостерегает от каких-то резких движений, то есть, скорее всего, будет желание как-то повысить голос, поставить точку, как-то очень резко разрулить какую-то ситуацию, принять какое-то радикальное решение. Но карта говорит о том, что это зря, это не нужно, это не время. Скорее всего, действительно какие-то события происходят неожиданные, шоковые. Может быть, даже кто-то вмешивается в ваши отношения, да, вот есть такое тоже, как вторгается на вашу территорию. Но здесь, конечно, нужно давать отпор и ни в коем случае не позволять кому-то вмешиваться в вашу пару, в ваши отношения. Также карта говорит о том, что, может быть, нужно говорить на чистоту о том, что происходит. Конечно же, нужно говорить мягко и мудро. Нельзя тут рубить с плеча и говорить как-то там грубости какие-то, на обидах говорить, да, но нужно все-таки проговаривать то, что вам не нравится. Вот, допустим, что-то в поведении партнера не нравится или просто вам от чего-то некомфортно, это нужно обязательно обговаривать, нельзя молчать, нельзя находиться в состоянии жертвы и излишнего вот этого терпения. Это не нужно, это вредно. Также карта может говорить о том, что если, допустим, вам не хватает любви, чувств, и вам кажется, что ваш партнер как-то холоден, да, тоже об этом нужно поговорить, и это очень легко решить. То есть самое главное, чтобы не было здесь каких-то обвинений, проблем и так далее. Для тех, кто в ссоре, семерка трефовая выпадает, карта говорит о том, что, скорее всего, вас раздражают мелочи, или вы как бы поссорились-то как раз из-за того, что очень много раздражающих факторов. Но на самом деле вы-то друг другу подходите хорошо, вы в общем и в целом, да, вы люди, которые должны быть вместе. И вот эти мелочи, они не должны все-таки быть настолько важными, чтобы вы ссорились, расставались и так далее. Поэтому вот карта говорит о том, что помириться очень легко, нужно просто понять, что это всего лишь мелочи, это не определяющие, нужно договориться о том, чтобы они не раздражали, да, вот найти общие какие-то решения, и тогда у вас тут легкое перемирие. Работа. Для тех, кто в поиске работы, скорее всего, будут какие-то
какие-то ситуации неопределенные, либо, допустим, вам назначат а потом отменят, либо пообещают что-то и не выполнят. То есть здесь вот какие-то такие неприятные ситуации могут быть, либо конкуренция какая-то. Но вот карта говорит о том, чтобы вы, во-первых, не велись на то, что вам обещают слишком много. А во-вторых, если, допустим, вот у вас по неделе карта очень хорошая выпадает, если вам первая работа попадется какая-то не очень подходящая, то лучше подождать, эта карта очень быстро проходящая, подождать вот именно того, к чему у вас сердце лежит. Для тех, кто имеет работу, карта говорит о том, что, скорее всего, вам нужно полагаться на свой интеллект и его очень хорошо задействовать на этой неделе. Карта говорит о том, что могут быть тоже какие-то конфликты, может быть, в коллективе. Но, опять же, сюда лучше не вмешиваться, потому что может быть только хуже. То есть усиление проблем тогда произойдет. Просто отойти в сторону, подождать, переждать, в общем, не вмешиваться. А также карта говорит о том, что ситуация быстро поменяется, если есть какие-то сложности, допустим, даже пусть полнедели как-то сложно, остальные полнедели уже все улаживается. В общем, карта как бы неприятна, потому что нет определенной ситуации, когда вы понимаете, что вам делать. Когда вы понимаете, как вам жить, как работать, как зарабатывать и так далее. В этом сложность. Но все-таки будут хорошие варианты, будет хорошее решение этих проблем, поэтому просто нужно подождать. Как бы набраться терпения, заняться пока другими какими-то делами, где вы можете влиять на ситуацию, да, и где от вас зависит решение. Ну и тоже здесь спешить все-таки не нужно. А теперь для тех, у кого свое дело, семерка червовая здесь выпадает в эту позицию. Карта говорит о том, что для вас неделя очень важная. Ваше дело может начать бурно развиваться и расти, либо могут закладываться как раз вот эти процессы. То есть карта говорит о том, что нужно на этой неделе уделить внимание чему-то новому. Есть возможность вырасти, есть возможность начать больше зарабатывать, как-то сделать шире, может быть, как сказать, шире свой бизнес, выйти на какие-то новые уровни, рубежи для новых клиентов, начать работать, новых партнеров привлекать и так далее. То есть вот очень хорошо эта неделя может сказаться на своем деле, на бизнесе. Карта также говорит о том, что здесь просто сама жизнь вам помогает. Самое главное не лениться и самое главное не бояться идти в новое. Вот очень хорошая возможность для того, чтобы разобраться с какими-то делами, которые вы давно откладывали. Кстати, очень хорошее здесь время для каких-то инвестиций, для деятельности публичной, когда вы, может быть, выступаете перед кем-то. Карта говорит еще и о том, что может быть, какая-то победа в конкурсе, либо нужно стараться думать о максимуме. То есть, если вы хотите чего-то достичь, то это должно быть что-то большое, высокое, и ну, как бы, пусть это будет не такая близкая цель, но вот именно такой настрой, он вам поможет. Карта говорит о том, что если вы занимаетесь любимым делом, то удача точно будет на вашей стороне. Тут самое главное, чтобы это было ваше, чтобы это вам нравилось. Также вот победа в каких-то соревнованиях может быть, в каких-то конкурсах, ну, по-моему, я там уже сказала. Также выставки, да, может быть, выставка вот в реальном формате невозможно, но, допустим, можно выставку сделать через интернет или еще что-то такое. В общем, как-то нужно показывать лицом себя, свои услуги, свой товар, это очень важно. Деньги. Валет пиковый выпадает рыбам, и карта говорит о том, что удача в финансах будет для всего нового. Если вы открываете новое дело, новое направление финансовое, если у вас новая работа, либо, может быть, вам надо подучиться для того, чтобы лучше зарабатывать, может быть, повысить свою финансовую грамотность, может быть, лучше разбираться в своей профессии, а может быть, даже новое какое-то дело освоить для того, чтобы зарабатывать. Карта говорит о том, что вам недостаточно одного источника дохода, нужно обязательно, чтобы был запасной какой-то. И вот сейчас хорошее время для того, чтобы на этом сосредоточиться. Кроме того, могут быть травмы
затраты на детей, на обучение, да, ну и, в общем, все, что касается детского вопроса, детской темы. Или зарабатывать можно на детской тематике. Теперь удача недели, шестерка трефовая. Карта говорит о том, что удача будет тогда, когда мы будем легко отказываться от каких-то сдерживающих факторов, от того, что нам привычно, но уже не служит, мешает даже нам. То есть вот удача будет только в этом. То есть вовремя отказаться от того, что тормозит, от того, что не дает двигаться вперед, и не цепляться за прошлое. Это может касаться чего угодно, и источников дохода, и даже работы бизнеса. Это может быть даже профессия, да, вот какая-то, которая сейчас не дает дохода, может быть, нужно срочно переучиваться. Теперь проблема семерка бубновая. Карта говорит о том, что проблема в слухах, в том, что мы верим всему и всем, и это заставляет нас терять энергию, сомневаться в чем-то, да, и просто концентрироваться не на том, что нужно. И также карта говорит о том, что недостаток обучения тоже вот нам вредит, недостаток профессионализма, каких-то навыков и так далее. То есть карта еще может говорить о том, что проблема в неумении строить правильные взаимоотношения, коммуникации, знакомиться, организовывать какие-то, может быть, консультации и все такое прочее. Совет на неделю для рыб. Выпадает карта туз бубновый. Карта говорит о том, что будет все на этой неделе как бы нацелено на ваш результат, на вашу победу. Если начинали раньше какое-то предприятие, то на этой неделе уже будет успех. Если на этой неделе что-то начинаете, значит в будущем успех. Карта говорит о том, что вы как-то привлечете к себе внимание, на вас будут обращать вот как раз все внимание на вас, на ваши профессиональные качества, на ваши услуги, может быть, если вы своим делом занимаетесь и так далее. То есть вот здесь вот действительно все происходит так, как вам нужно. И карта говорит о том, что нужно этим пользоваться, нужно настраиваться на самое лучшее, нужно настраиваться на высокие цели, нужно настраиваться на осуществление вот того, к чему вы идете. В общем, карта говорит о том, что ни в коем случае нельзя соглашаться на какие-то последние или средние роли. Вам нужно быть человеком, на которого все равняются, и цели ваши должны быть соответствующие. То есть рыбам очень важно на этой неделе вот как бы таким оптимизмом заразиться и смотреть в будущее, стремиться к тому, чего вам хочется больше всего. Друзья, желаю вам прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч!